Музей чувашской вышивки предлагает своим гостям узнать больше о жизни народа. Почему такую хозяйственную постройку, как клеть, чуваши наделили сакральным смыслом. Почему хранящееся в ней зерно считалось заряженным на богатство, а перед свадьбой невесту наряжали именно там. Тайные обычаи древних чувашей раскрывает новая выставка. Она так и называется «Обыденная и обрядовая сторона клети». Все предметы подлинные из этнографической коллекции Национального музея. Клеть – это хозяйственная постройка, четырехстенный сруб. Ее делали одно- или двухэтажной. Порой строили сразу два таких помещения. Если даже курная изба маленькая была, старались сделать или клети большими, 2 клети обязательно, или двухэтажные амбары. Предназначений для клети у чувашей было много. Крестьяне хранили там продукты, лари с зерном и мукой, посуду, вещи, даже отдыхали в летнее время. Микроклимат в помещении был настолько комфортный, что в теплое время года там жили дети и подростки. Было так принято, что у чувашей девочки, подростки, мальчики-подростки с мая по октябрь жили именно в клете. И приданая невесты тоже собиралась в клете же. Приданое и собиралось, и хранилось в клете. Температура в постройках была для этого самая подходящая. Там же девушки вышивали дождливыми летними вечерами, когда в поле было не выйти. Со свадебными обрядами было связано много обычаев. Здесь невеста прощалась с прежней жизнью и отцовским домом. Одевали невест тоже в клете. Было и в бане, конечно, в основном одевали в клете. Потом первая брачная ночь тоже проходила в клете. И до этого был такой обычай, когда прятали покрывало невесты уже к концу свадьбы в зерно, пожелав плодовитости и благополучия в семье. Потом молодоженов сыпали мукой из лари, тоже из амбара, пожелав им, чтобы до старости они были вместе. Одна часть экспозиции посвящена обрядам, которые происходили в клете, другая рассказывает о предметах, которые там хранились. Многие современники даже и не сразу поймут, для чего предназначались те или иные вещи. Разделялись женские орудия труда, все, что связано с рукоделием, готовкой, и мужские. И здесь мы видим у нас в коллекции кнуты у пастухов. Они очень разные. Их плели тоже сами мужчины из сыромятной кожи. На выставке можно увидеть и фотографии 30-х, 60-х годов. Их впервые удалось настолько увеличить. Самые любопытные экспонаты – это духи хранителей амбаров и клетей. Их чуваши называли ерех. Такими их видит художник и скульптор Николай Болтаев. Их хочется разглядывать, они полны неожиданных деталей. Так же, как и история вроде бы простых построек, но в них целая веха жизни народа. Наталья Егорова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.